мигранты стали потихонечку покидать Российскую Федерацию. В чем эта фишка заключается? Мы стали реализовывать положение Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции. Мы более 30 тысяч уже отловили таких нежелающих, получивших гражданство, но не желающих встать на воинский учет. Вот. Поставили на учет, и уже порядка 10 тысяч из них направлены в зону специальной военной операции. Нам говорят, зачем они там нужны, товарищи? Рыть окопы, укрепления создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня выполняют ряды наших тыловых подразделений, которые эти укрепления строят. Но самое главное, я начал с того, что зачем это нам надо. И мы боремся с последствиями. И вот я взял в интернете, нашел, пока ехал. Правительство в январе этого года приняло очередной план по реализации миграционной политики в Российской Федерации. Есть, оказывается, такая у нас политика. Вот. И вы можете найти в интернете. ТАСС сообщила о состоявшемся утверждении этого плана. Если мы почитаем этот план, то он в основном связан с адаптацией, улучшением адаптации мигрантов, которых мы завозим. Но ни один пункт плана не ставит задачи сокращения миграционного потока в нашу страну. Оценки существуют самые различные. Мы толком точно не знаем, сколько находится иностранцев сегодня на территории России. Ну, вот я слышал и читал и 14,5 миллионов, и 16,5 миллионов, нас 145 миллионов, да? Где-то так. Получается, каждый 10-й иностранный гражданин. Почему я говорю о том, что, мне кажется, правительство должно самым главным образом обратить внимание на миграционную политику с точки зрения необходимости завоза, это значит понять, а сколько нам вообще надо для поднятия нашей экономики иностранной рабочей силы. Уже более 2 лет существует рабочая группа при Совете Безопасности Российской Федерации по вопросам миграции. Мы часто собирались, сейчас встречи стали разными, более редкими.